Все поля регистрационные мы начинаем с нулей, за исключением фамилии, имени, отчества и серии номера паспорта. Пока наблюдатели проходят инструктаж, во дворе школы волнуются выпускники. Сегодня около 1000 учеников сдают единый государственный экзамен по литературе и географии. В последние минуты перед тестированием они настраиваются, кратко повторяя пройденный материал. Школьники не скрывают своего волнения. Я готовилась, но все равно боюсь. Уверенности вообще нету. Нас еще запугали так. И не знаю теперь, что делать вообще. Конечно, переживаю. Это как-никак первый экзамен, волнение всегда. Готовился, пришлось повторить весь пройденный, начиная с 5 класса материал. Карту, опять же, повторить. Ну, большой объем, в общем. Ну, есть волнение какое-то. Надеюсь, что все будет хорошо. Каждый ученик проходит через металлоискатель. При себе школьник должен иметь только паспорт и ручку. Также можно взять воду и что-нибудь сладкое, ведь глюкоза стимулирует мозговую деятельность. Экзамен длится 3 часа. В каждом кабинете установлены камеры. Списать, говорят наблюдатели, шансов нет. А тот, кто попытается это сделать, может остаться без аттестата. В этом году главное нововведение, касающееся единого государственного экзамена, это то, что личные вещи нельзя проносить в пункт проведения экзамена. За порядком проведения экзамена наблюдают федеральные наблюдатели онлайн, а также есть региональные наблюдатели, которые смотрят за порядком. Конверты с экзаменационными заданиями, так называемые КИМы, вскрывают при учениках. На территории школы открыты только те аудитории, где проходит экзамен. Другие помещения на время сдачи ЕГЭ опечатаны. В коридоре могут находиться только учителя и общественные наблюдатели. В 10 утра на территории школы наступает полная тишина. Здание просят покинуть даже журналистов. Снимать процесс проведения единого государственного экзамена нельзя. В случае неудачи школьник может заявить, что сосредоточиться при выполнении задания ему помешал оператор. В этом году сроки сдачи ЕГЭ немного изменились. Экзамены пройдут с 25 мая по 26 июня. Для того, чтобы у ребят было больше времени на подготовку к поступлению в вузы. Всего же в республике открыто 35 пунктов сдачи ЕГЭ. Тестирование по разным предметам пройдут свыше 6000 учеников. Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.